Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Я хотел бы остановиться на самом начальном периоде принятия ислама в Улус-Джучи и тех проблем, вопросов, которые возникают в связи с этим. Ну и самый главный из них – это почему именно ислам и была ли какая-то альтернатива, например, исламу. Могло ли так случиться, что как Улус-Джучи, как и Монгольская империя, остались бы без объединяющей какой-то единой религиозной системы? И вот попробуем ответить и на этот вопрос. Надо сказать, что вопрос этот далеко не праздный. Дело в том, что после образования огромной мировой империи, которой была Монгольская империя, ну, можно сказать, что где-то к концу XIII века вот, империя устоялась вот в таких примерно границах. Так вот, современные исследователи, изучив все известные нам огромные империи, включая и английскую империю, французскую колониальную империю, российское государство, отмечают, что другого такого крупного государства, крупной империи в истории человечества не было. Ну и понятно, что это государство объединило разные территории, совершенно разные, которые до этого никогда не находились в составе единого государства под единой властью. Здесь были центры различных религиозных систем. И в разных сторонах этой империи были совершенно различные религиозные системы и верования. От каких-то древних шаманистских верований у народов Южной Сибири до развитой системы линизма и буддизма на территории современного Китая или Кореи. Вот страны ислама буквально все наиболее значимые страны ислама, пожалуй, кроме Египта и Северной Африки, тоже вошли в состав этого государства. Таким образом, весь религиозный фон оказался очень калейдоскопичным, и это не могло не служить таким важным исходным материалом для того, чтобы дальше должна была эта система как-то развиваться. Ну, надо отметить, что сами власти этой самой империи гордились тем, что они не являются приверженцами какой-то единой религии. То есть самой главной была вера в единое высшее небо и такая причудливая смесь различных традиционных верований, которые обычно наука называет язычеством, но на самом деле это была такая сложная, похожая на монотеистическую религию, где правитель получал санкцию высокого неба на власть и на установление законов среди своих подданных. И, собственно говоря, были определенные какие-то религиозные действия, и были даже некоторые шаманы, которые выполняли какие-то функции, но отдельных священнослужителей, что ли, этой религии не было. И, по сути, это была такая государственническая религия больше, чем какая-то духовная традиция. То есть в центре вот всех этих представлений была власть как таковая, и именно власть определяла значение и то,
то, что как власть относилась к этим религиям. Если эти религии были полностью покорны и считали, что эти самые правители даны властью Всевышнего, то эта власть существует, и никаких проблем у этих религий не было. Более того, по неписанным законам Ясы Чингисхана осквернение молитвенных домов, различных кладбищ и так далее каралось смертью. И это везде подчеркивалось. И хотя были, при завоевании особенно разные случаи, когда это не соблюдалось, но это были чрезвычайные обстоятельства. В связи с этим, это такая устойчивая система, казалось бы, должна была и дальше существовать в таком виде. То есть практически это что-то такое близкое к нашим современным представлениям, когда церковь отделена от государства. Но для Средневековья, конечно, это было совершенно нетипично, и более того, это вызывало много вопросов как внутри страны, так и среди разных сил, которые боролись за то, чтобы эту свою, расширить полномочия своих религиозных верований на все государство и занять привилегированное положение. Надо отметить, что изначально на территории и во время завоевания Чингисхана у самих монголов сложилась очень причудливая религиозная ситуация. Наряду с такими шаманистами и действительно близкими к таким древнетюркским традиционным верованиям в Тенгри, в высшее небо и его санкцию на власть и на все сущее, существовало много разных, еще целая система божеств и различных духов, которым нужно было поклоняться. И вот шаманы служили проводниками между людьми и вот этими самыми духами для того, чтобы кого-то задобрить, с кем-то бороться, как-то повлиять, в том числе и на судьбу. Вот эта система очень сложных и нигде не описанных до конца верований, которые, собственно, знали сами шаманы и эти самые духи. Но духи, конечно, людям ничего не говорили, а общались с ними только шаманы. Но, кроме того, еще на территории Монголии определенная часть племен исповедовала христианство несторианского толка. Это тоже очень сложная система, которая предполагает действительно единобожие. В этой связи на Никейском соборе эта система верований была признана ересью, и на территории Римской империи, потом Византийской империи подвергалась гонению, но благодаря тому, что сирийцы, которые исповедовали ее, активно путешествовали и торговали на Великом Шелковом пути, распространились по всей Центральной Азии. Так вот, среди различных племен, которые жили в Центральной Азии, определенная их часть, в частности, нам достоверно известно, что найманы и кираиты были, именно исповедовали вот это самое несторианство. Более того, один из главных вождей кираитов, Тагрул-хан, он получил за военные заслуги в борьбе против татар от Джурдженской империи титул Ван-хана. То есть одного из таких западных ханов. Вот через систему передач представление о том, что существует в Центральной Азии некое могущественное государство, дошло до Европы представлений о так называемом царстве пресвитера Иоанна.
который якобы где-то в Центральной Азии существует огромное христианское государство, которое собирает силы для того, чтобы прийти на Ближний Восток, освободить Палестину, освободить гроб Господень и установить власть христиан над всем православным миром, то есть расширить православный мир до практически пределов мира. Вот причудливые эти представления сыграли довольно такую политическую роль, когда начались монгольские завоевания, и действительно часть монгольских полководцев и войск, в частности, завоеватели Персии и Ирана, Хулагу, он действительно был этим самым нестерианином, и что представление о пресвитере Иоанне действительно реальность, и что нужно наладить контакты и найти вот это самое, где же это государство, где же царство пресвитера Иоанна. Именно поэтому папский престол снаряжает целый ряд посольств завязать контакты с монгольскими правителями. Раз они в какой-то части христиане, то значит с ними можно наладить взаимоотношения, союзнические отношения для того, чтобы как-то синхронизировать свои действия на Ближнем Востоке против мусульман. И посольство Джованни дель Планно Карпини и Гильома де Рубрука к правителям Монгольской империи как раз были направлены на то, чтобы установить эти связи. Главным, кто был двигателем этой политики со стороны Европы, даже не Папа Римский, а Людовик Святой, который неудачно совершил крестовый поход на Египет, был разгромлен, вся его армия была разгромлена, сам он попал в плен, и более того, там за него потребовали огромный выкуп, чуть ли не в золото в размер его веса. И в это время как раз начинается движение войск Хулагу, и, казалось бы, все, сейчас действительно тут христианский мир объединится. Но крестоносцы оказались, в общем, в таком легком непонимании, и в одно из сражений они вступили и выступили против монголов. Кроме того, мамлюкский Египет оказался более сильным, он нанес поражение и тем, и другим, и вопрос о союзе отпал. Но представление о том, что часть населения Монгольской империи является христианами, нестерианами, это сохранилось. И что в некоторых описаний путешественников к монголам и к Восточную Европу, в частности, венгерского доминиканского монаха Юлиана, который побывал в Волжской Булгарии буквально за год до монгольского завоевания, он, собственно, искал не мусульман в Волжской Булгарии. Это так случайно попал. Он искал древних венгров, потому что в Венгрии были представления, что они пришли откуда-то из Магна-Хунгария, Великой Венгрии, которая находится где-то в глубинах Азии, и пришли, значит, на территорию современной Венгрии. И он-то, собственно, пытался найти этих венгров, чтобы распространить там свет христианства. И действительно, очевидно, он совершил длительное путешествие, у него погибли все его спутники, соратники, но и потом он, очевидно, все-таки выжил и добрался до города, он пишет, что это Бундас. Это, скорее всего, город Буртас, это сейчас Юловское городище, село Юлово Пензенской области. И после этого он двинулся и дошел до
булгарского города. Он пишет, что это очень крупный город. Ну, скорее всего, речь идет о булгарском городе на Самарской Луке, Волынское городище, или его иногда, ну, археологи называют, ну, это местное название, Муромский городок. И он как раз находился в самом устье, что ли, вот это самое Самарской Луки, место, где проходила переволока через вот этот перешеек для того, чтобы когда ну, судовые караваны шли по Волге, там обнажались камни, и было очень затруднено судоходство, и вот сюда перетаскивали. То есть это был очень богатый город, и там вот этот Юлиан встретил одну женщину, с которой поговорил по-венгерски, и в 3 днях пути значит, он действительно нашел эту Венгрию и встретился с венграми, и там они сказали о том, что воюют с монголами, и сказал ему, эти жители сказали, что мы знаем, что мы скоро будем христианами. Это когда он вернулся и рассказал, составил записки, и после этого вплоть до XIV века существовали в Поволжье несколько католических миссий, которые составляли огромные рапорты, записки, которые сохранились в Ватикане, и ну, часть из них, ну, значительная часть из них была опубликована в трудах нашего института. В общем, там много интересных сведений, видимо, очень сильно преувеличенных об успехах, значит, этих миссий, но, тем не менее, очень интересно. Там есть и о жизни, о бытии, о верованиях и так далее. Но самое интересное, что действительно там есть сведения о том, что ну, часть населения вот была христианами. И интересно, что это такой новый источник по истории, ну, такой глубинной истории, то есть не парадной истории Золотой Орды, а ну, история самой глубинки. Хотя, еще раз говорю, там много преувеличений, которые явно те, кто писал эти записки, хотели получать финансирование, но и выдавали желаемое за детей. Действительно, что у них там тысячи последователей, что там целые области уже, значит, христианизированы. Но, тем не менее, это говорит о том, что на территории, значит, где проживали разные племена, включая древних венгров, различные кипчакские племена. То есть происходила борьба разных религий. И после того, как монгольское завоевание накрыло их и перемешало, то здесь установилась новая ситуация, где ну, старые мировые религии, которые были, например, в Волжской Булгарии ислам, в Дагестане, в Хорезме, они были такими, как бы, можно представить, как рифы в море. А остальная часть была ну, заполнена различными верованиями, которые должны были ну, как-то или остаться такими языческими, либо должны были определенную занять какую-то позицию. Дело в том, что почему Монгольская империя была, ну, с одной стороны, мы говорим, что чуть ли не как империя нового времени, модерновая, то есть давала людям, ну, практически такую религиозную толерантность. Почему это для Средневековья было, ну, совершенно нетипично? Потому что идеология, которая связывала различные средневековые государства, были основаны на религии. Более того, на религиозной системе, которая является собой ну, такую стройную, писанную систему, которая включает ритуалы, как ежедневные, так и годовые,
какие-то запреты, какие-то, наоборот, разрешения, определенную этику, культуру, ну, в общем, целые цивилизации. И благодаря этому население сплачивается в какую-то единую систему. Ничего другого, чтобы сплачивало средневековые государства и народы, не было. Религия была единым, ну, таким сплачивающим элементом. Ну, более того, конечно, даже это, допустим, не уберегло от того, что, допустим, две христианские страны, там Англия и Франция, вступили в жестокое противоборство и воевали между собой. Ну и многие другие на этом самом христианском Западе. Но, тем не менее, все равно религия служила основой, стержнем для государственности, потому что государственная власть во многом опиралась для того, чтобы дойти до душ своих подданных, благодаря вот этой религиозной системе. Отсутствие ее делало государство рыхлым и неустойчивым. Именно поэтому, в конце концов, и Монгольская империя должна была сделать какой-то выбор. Но до поры до времени, пока власть была, ну, сравнительно далеко и в Центральной Азии, то это позволяло местным властям, ну, как-то этот вопрос, ну, не стоял так остро, как он должен был бы стоять. И политика веротерпимости и толерантности, она распространялась и была, ну, так сказать, во главу угла поставлена во всех, не только в целом Монгольской империи, но и в различных государствах, которые возникали после того, как в 1269 году единая Монгольская империя стала распадаться. Интересно, что современники, в том числе и восточные авторы, и путешественники, распространяли разные слухи. Вот из-за того, что власть была толерантной и не занималась, ну, таким распространением какой-то религиозной системы, допустим, мусульманские авторы писали, что, ну, конечно, правители Монгольской империи, они, конечно, в душе мусульмане. И вот Батухан, он тоже, конечно, в душе мусульманин. Хотя не придерживается никакой из секты религий, но все равно склонен к познанию Бога. Ну и, например, Джувини тоже пишет, да, в тайне Бату был мусульманином и оказывал мусульманам полное доверие. Но надо сказать, что, в общем, и при Чингисхане, и при Угедее мусульмане играли в Монгольской империи большую роль. Во-первых, они были люди грамотные, во-вторых, они умели, ну, административное дело знали, торговать умели, и именно благодаря этому они возглавляли очень многие управления на местах и занимались, ну, тем, что устанавливали налоговую систему Монгольской империи. Ну, скорее всего, в Улус-Джучи точно такая же была система. Поэтому, ну, эти слухи, ну, скорее всего, конечно, только слухи. Но среди правителей Улус-Джучи были и действительно нестряне. Среди них, например, совершенно точно нам известно, что старший сын Батухана, Сартак, был, несомненно, христианином. Более того, значит, когда зашел вопрос о том, чтобы как-то снизить налоговое бремя на христианские церкви, один из армянских священников как раз добрался до него, изложил ему суть дела и пишет, что он во многом облегчил положение церкви и издал указ о освобождении от податей священников и церкви. Ну, понятно, что это свидетельство, ну, такой общей равноудаленности, но, тем не менее, очень интересный факт. Ну, и то, что Сартак был христианином, это подтверждает и в том числе и знавшие его лично, и находившиеся при дворе, как раз вот путешественники
Гильом де Рубрук, он прямо пишет, что он, значит, общался со слугами, которые говорили, что, конечно, Сартак, значит, является христианином, но при этом, конечно же, прежде всего он монгол, а уже потом христианин. Ну, понятно, то есть, что как один из представителей высшей аристократии, он опирался на властную вертикаль, на свое положение в этой самой системе государственной, а христианство это было, скорее таким его личным убеждением. Но, тем не менее, по крайней мере, при Сартаке не было, как при Бату, истребления части, особенно мятежных русских князей, хотя казнили их из-за того, что они отказывались выполнять какие-то требования. В частности, поклоняться статуе Чингисхана, проходить через огонь, пить черный кумыс. И вот, в частности, так был убит один из князей, Михаил Черниговский. Но я думаю, что это все, конечно, предлоги, а главное, что он был последним киевским князем, то есть последним великим князем всей Руси. И, убив его, монголы освобождали престол. И, по сути дела, тогда у Батухана не было претендентов других на власть над русскими княжествами. И он мог определять самолично, кого из русских князей Рюриковичей поставить на вот этот престол. И он выбрал младшего сына Владимирского князя Ярослава, а потом его детей Александра, который позднее стал Александром Невским, и его брата Андрея. Сартак, поскольку был старшим сыном Бату, он активно вел политическую деятельность. На одной из предыдущих лекций мы как раз подробно говорили о его жизни и деятельности. Здесь нам просто нужно отметить, что он пользовался благосклонностью великого хана Мунке. Более того, он привел его, можно сказать, к власти. И в ответ Мунке тоже дал ему ярлык на княжение в Улусе-Джучи. Но в это время местная уже татарская аристократия воспротивилась этому, и едва он, там источники так туманно об этом говорят, то ли он едва вернулся в сарай, или, скорее не в сарай, конечно, в то время в Болгар, может быть, или в Укек, и там был убит. Или он успел провозгласить себя ханом и был отравлен, на Перу, буквально в течение полгода. После этого началась такая краткая, но очень кровавая борьба за власть. Был убит не только внук Бату и сын Сартака Улакчи, но и, в конце концов, и даже жена Бату, тоже, скорее всего, христианка, которая пыталась использовать христианскую веру в качестве такой идеологической борьбы за власть. Здесь разлом между аристократией, почему она такая ожесточенная и так быстро вспыхнула эта вражда и приобрела такой религиозный оттенок. Дело в том, что те, кто был за христианство и равноудаленность от всех религий, они были сторонниками единой монгольской империи, единой власти. А вот Берке и его братья, и, видимо, значительная часть другой аристократии, они хотели править самостоятельно и не хотели подчиняться далекому, правительству в Монголии. И они хотели сами распоряжаться богатствами, которые здесь были в завоеванной ими стране. Поэтому, и кроме того, они еще были христиане, а эти случайно мусульмане. Случайность – это, как известно, просто показатель неизбежности этих самых процессов. Сам Берке
был не просто мусульманином и не просто младшим братом Бату, но считается, что его матерью была дочь Харин-шаха Мухаммада, которая, по крайней мере, родила ему 3 сыновей. Среди них как раз вот Берке был самым старшим, но Берекчар, Бури, они, несмотря на имена такие тюркские, тем не менее, скорее всего, они уже с детства были мусульманами и получили, по крайней мере, представление об исламе от матери. Надо сказать, что Берке, хотя и взял курс на установление самостоятельного государства и начал чеканить монеты от имени, со своей тамгой, и тем не менее был все-таки, подчинялся общей власти. То есть даже при нем русские князья ездили за ярлыком в Монголию, он исправно платил дань, он завершил всеобщую перепись. То есть он был, хотя и самостоятельным правителем, но не мог еще бросить вызов общемонгольской власти. И одной из реформ, которую он провел, это он провозгласил ислам не просто своей верой, но и верой, собственно говоря, значительной части верхушки золотоордынского общества. В частности, различные источники по-разному описывали, почему Берке стал мусульманином. Кроме влияния матери, отмечали, что он был последователем одного из суфийских братств, тарикатов, а именно Аль-Кубравия, который известен в Хорезме. Здесь интересно, особую, пикантность всему этому придает то, что сам основатель, это самый Кубравия, погиб, скорее всего, защищая город Хорезм, Ургенч, от монгольских завоевателей. И более того, что он там был похоронен, его могила стала местом паломничества, и ее посетил Берке, и там окончательно объявил о том, что он мусульманин, пригласил значительное число суфиев, которые вели уже на территории Золотой Орды проповедь суфизма. Интересно, что именно то, что суфизм начал распространяться в Волжской Булгарии, это как раз наиболее такая толерантная и очень гибкая религиозная система исламских обрядов, которая допускала некоторые, отход от классических исламских традиций. Она больше обращала внимание на местные традиционные верования и адаптировала их к исламу. И ислам соответствующим образом и сам в некоторых ритуальных формах адаптировался. И надо сказать, что с этого момента начинается как раз распространение суфизма именно на территории Волжской Булгарии. Надо сказать, что и христианство не было в загоне. Именно при Берке, например, была создана христианская православная епархия в Сарае. И это как раз способствовало тому, что те христиане, которые жили в Поволжье, в городах Нижнего Поволжья, они были то же самое окормлены как раз православной церковью. То есть, и надо сказать, что несмотря на то, что легенды об Иге и таком зверском отношении монгольских ханов к православной вере, истреблении и уничтожении церквей
распространялись, ну, особенно церковной пропагандой XVI-XVII веков, реальность-то как раз обратная этого, наоборот. Церковь, ну, в том числе православная, была в это время, ну, процветала как никогда дальше в русской истории. Ну и надо сказать, что не только сам Берке, но отмечали восточные источники, что значительная часть его подданных, его семья, его жены, его дети и ближайшие сподвижники приняли ислам. И даже некоторые говорят, что там у него войсков в 30 тысяч мусульман. То он собирает богатую библиотеку и так далее. И что у него есть, значит, 50 или 60 эмиров, у каждого из них есть муэдзин и имам, у каждой хатуни тоже свой муэдзин и имам. То есть, ну, ислам, то есть показывает, что ислам распространился не только в самой верхушке, но и в целом в обществе. Ну и здесь есть еще один такой пикантный момент. Я уже сказал, что суфийское братство, значит, Кубравия, оно боролось с монголами и Чингисханом, я понял. И то, что именно как бы предания этого братства стали для Берке очень важным элементом религиозной системы, есть, ну, определенный вызов общемонгольской власти. То есть он не выбрал какого-то другого проповедника, там, который, ну, просто был святым. А это именно политический вызов. И очевидно, что уже тогда ислам, который принимался в Улус-Джучи, он был направлен против монгольской власти. Но это стало потом более четко понятно. Надо сказать, что существует в историографии представление о том, что после того, как Берке отошел от власти и умер, дальше наступает, некоторые историки говорят, языческий ренессанс. И вот что, ну, как бы весы стали колебаться, то есть не исламской страной стало, а какой-то опять языческой. Но мне кажется, что это слишком упрощенная трактовка. Ну, достаточно сказать, что многие ханы и после, значит, Берке тоже были мусульманами. Более того, один из них, Тула-Буга, он просто превратился в суфия и отошел от государственных дел и просто занимался самосовершенствованием. Тем, что в конце концов его признали сумасшедшим и отстранили от власти. Даже сама монетная система, она была тоже мусульманской. Но это просто самая верхушка айсберга. Не надо забывать, и мы говорили об этом, что большие группы такого податного населения мусульманского, это было на территории Волжской Булгарии, в Крыму, в Дагестане, в Нижнем Поволжье, в Хорезме. И это было городское и сельское оседлое земледельческое население. Это стабильные общества, которые по мере того, как стала развиваться и усиливаться, процветать Золотая Орда, они тоже стали процветать и развиваться. Из мусульман стали формироваться явно городская купеческая среда, значительная часть чиновничества мелкого, поскольку они были люди грамотные, вся переписка велась соответствующим образом на арабском, и немного, конечно, только самая высшая аристократия использовала еще и, так называемое уйгурское письмо. Но, кроме того, само население степи, хотя мы говорим, что они были такими язычниками, да, условно,
представляли традиционные верования. Но дело в том, что, судя по данным археологии, к этому времени и в эту среду активно проникает идея ислама. В чем тут проблема большая? Во-первых, в том, что археологи хотят видеть, вот есть какой-то канонический мусульманский обряд, вот если мы его не видим, мы не считаем его за мусульман. Но дело в том, что что взять за основу? Тот ислам, который был в Волжской Булгарии, ну, он к этому времени тоже изменяется. И поэтому распространяются такие слухи, да, что все кочевники были не мусульманами. Но если мы посмотрим на реальности, то увидим, что на самом деле до 30% погребений не только в городах, но и в степи были безинвентарными. И более того, хотя их хоронили под курганами, но внутри были такие небольшие саманные гробницы, сагана. То есть, скорее всего, мы имеем дело с с обычными мусульманскими погребениями. Но даже там, где мы имеем дело с погребениями, которые содержали набор вещей поминально-погребальных, и это не значит, что они не были мусульманами. Ну, например, вот, чтобы не утомлять вас и статистикой, вот одно из погребений в дельте Волги. Как мы видим, то есть погребенный – это настоящий мавзолей. Никаких, значит, мавзолеев у монголов никогда не было. И на территории Монголии никогда не было никаких мавзолеев. То есть это настоящий мавзолей. Но там в данном случае погребена женщина в одежде, с боккой, то есть представлял какую-то аристократию татарскую. Ну, и у нее был набор, рядом в погребении был набор вещей. Но в целом, еще раз говорю, это был мавзолей. То есть ясно, что это было мусульманское погребение, то есть, по крайней мере, родичи все считали, что она мусульманка. Другое дело, что там какие-то были, по нашим представлениям, отступления как бы от канонического ислама, но не исключено, что сами эти жители не считали, что это отступление от ислама. Ну и еще один момент, который предопределил выбор именно ислама в качестве религии. Усиливавшееся противоборство между различными улусами Монгольской империи, в частности, между улусом Джучи и улусом Хулагу, привел к тому, что сначала Бату, потом Берке, а потом и Менгу-Тимур стали искать союзников. И единственный мощный, могущественный союзник, который тоже самое ненавидел хулагуидов, был Мамлюкский Египет, который был центром ислама. Более того, последний багдадский халиф, которого убил Хулагу в Багдаде, Муттасим, бежал и был спасен, и был провозглашен халифом в Каире. И именно там вот как раз устанавливается власть, которая стала бороться с монгольской властью. Ну и против христиан тоже. И именно вот эта вражда политическая привела к тому, что между Египтом и улусом Джучи развивается активная дипломатическая переписка. Они начинают вместе корректировать, согласовывать военные действия и воюют против Хулагу. Ну, мамлюки воевали более успешно, чем улус Джучи, который не смог добиться такой решающей победы. Но, тем не менее, определенные победы были, и, в частности, граница по Куре была установлена. Но кроме военных и дипломатических успехов, это привело к тому, что еще была установлена и власть
ислама и обменивались проповедниками, книгами богословскими. То есть Золотая Орда стала частью в целом такого мусульманского мира. И по мнению целого ряда историков, сейчас в книгохранилищах Каира, в собраниях Саудовской Аравии находится около 50 трактатов, которые подписаны именем Ас-Сараи. То есть были написаны людьми, которые являлись выходцами или учились в Сарае, или издавали какие-то трактаты, которые переводились здесь. Но это тоже один из пластов таких знаний, который еще требует специального изучения и требует нового прочтения. Ну и надо сказать, что, чтобы завершить, отметим, что несмотря на то, что ислам распространялся все шире и среди аристократии, и в городской среде, и в среде чиновничества, но из-за того, что ханы, то один был, допустим, нестерианин, другой язычником, другой был мусульманином, потом опять начинается. То есть вот такая чехарда властная не способствовала тому, что мусульмане, которые были близки к власти, которые составляли значительную часть аристократии, они чувствовали свою защищенность. И поэтому они стремились к тому, чтобы постоянно власть была мусульманской, и хотели, чтобы власть ханскую взял человек, который установит исламскую религию в качестве не просто власти одного хана, но и станет религия ислама, станет государственной религией на всей этой самой территории. И в начале XIV века, после смерти хана Тахты, который был очень своеобразным. Он, хотя и был равноудален от всех религиозных систем, скорее всего, он был буддистом. И благодаря этому много очень буддистов стало, и они стали вести проповедь, и более того, они, видимо, довольно активно вели политику такого общемонгольского плана примирения с Юаньской империей, признания власти Юаньской империи. Тогда делал какие-то дипломатические шаги в этом отношении, чем вызывал недовольство и вот как раз мусульманской части общества. Все это привело к тому, что в 1313 году произошел революционный переворот, который привел к власти хана Узбека, и это привело, в свою очередь, к тому, что религиозная система в Улусе-Джучи сменилась на мусульманскую.